Видимо, таджикам и в 2024 году не избавиться от энерголимита. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие есть неутешительные новости по поводу Рагунской ГЭС. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Строительство Рагунской ГЭС стало основным движущим фактором роста государственных расходов в Таджикистане, считают специалисты Всемирного банка. Они отмечают, что государственные расходы страны увеличились с 28,5% ВВП в 2010 году до 30,5% в 2018-2020 годы. Ежегодные потребности в финансировании останутся значительными, как минимум до конца этого десятилетия. Согласно пересмотренному графику, завершение проекта по имеющимся оценкам потребует дополнительных затрат в размере $5 миллиарда США на само строительство, а также для переселения затронутых строительством лиц. Говорится в обзоре государственных расходов в Таджикистане, опубликованном Всемирным банком в минувший вторник. В публикации подчеркивается, что в среднесрочной перспективе потребности в финансировании для Рагунской ГЭС будут самым большим источником давления на государственные финансы. Согласно текущей модели финансирования, реализация данного проекта полностью зависит от регулярного финансирования из государственного бюджета. Расходы на Рагунскую ГЭС вынуждают государство сокращать объемы необходимых социальных расходов, ставят под угрозу макроэкономическую стабильность и усугубляют риск долгового кризиса, отмечается в нем. Важным приоритетом для правительства страны авторы обзора считают подбор решений для того, чтобы строительство Рагунской ГЭС не ограничивало государственные расходы на здравоохранение, образование и социальную помощь. Они рекомендуют снизить расходы на проект до уровня, необходимого для обеспечения устойчивости долга, что позволит государству предоставить высвобожденные ресурсы для физических инвестиций и инвестирования в человеческий капитал. Механизм финансирования Рагуна является решающим фактором в отношении дальнейшей экономической перспективы Таджикистана, поясняется в обзоре. Отмечается, что Всемирный банк разрабатывает варианты для правительства Таджикистана относительно возможных вариантов финансирования для Рагунской ГЭС. Наконец, сокращение давления на бюджет со стороны Рагунской ГЭС и обеспечение такого режима финансирования для ГЭС, который позволил бы государству создать пространство для инвестиций в физический и человеческий капитал, также сократили бы зависимость правительства от финансирования программы государственных инвестиций донорами, заключают авторы публикации. Как вы относитесь к такой ситуации? С каждым годом отчет о строительстве Рагунской ГЭС и перспективы ее эксплуатации все хуже и хуже. Как вы думаете, ее когда-то вообще достроят? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В обзоре говорится, что высокий уровень государственного долга представляет собой один из самых серьезных вопросов уязвимости экономики Таджикистана, с которым сталкивается правительство в среднесрочной перспективе. В результате агрессивного накопления долга, вызванного в значительной степени объемами государственных расходов на Рагунскую ГЭС, уровень риска долгового кризиса страны в 2017 году изменился с умеренного на высокий. Несмотря на некоторые сокращения долга, в последующие годы уровень риска долгового кризиса остался неизменным, считают специалисты Всемирного банка. Общий объем госдолга Таджикистана на 1 июля 2022 года по данным Минфина составил 3,7 миллиарда, что равняется почти 43% ВВП республики. В октябре этого года правительство получило согласие Нижней палаты парламента на получение от Национального банка Таджикистана внутреннего долга на сумму в 1 миллиард сомани. Таким образом, объем внутреннего долга страны увеличился еще на 20%, а госдолга в целом на 2,7%. Финансирование Рагунской ГЭС было частично обеспечено за счет выпуска еврооблигаций, поскольку внутренние ресурсы были ограничены, а донорского финансирования для проекта не было. В период с 2015 по 2020 годы расходы энергетического сектора составляли четверть общего объема бюджетных расходов, и ожидается, что давление, оказываемое на государственный бюджет со стороны Рагунской ГЭС, будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе, подчеркивается в публикации. В обзоре со ссылкой на пересмотренный график говорится, что ежегодные потребности в финансировании из бюджета будут ограничены на уровне в $200 миллионов в год в течение периода с 2022 по 2028 годов. То есть говорить о том, что энерголимит закончится в 2024 уже даже не приходится. Рагунский проект в 2008 году, когда его реализация была возобновлена, оценивался в $3 миллиарда. Затем стоимость проекта в 2016 году во время проведения международного тендера была объявлена почти в $4 миллиарда. Теперь, по данным Минэнерго Таджикистана, для завершения строительства станции
на сегодняшний день нужно 5 миллиардов долларов. Известный таджикский инженер Камалиддин Сираджиддинов оценивал суммарную местную стоимость проекта в 5 миллиардов еще в 2017 году. Руководство Минэнерго объяснило рост стоимости проекта переоценкой стоимости некоторых работ на Рагуне, инфляцией, а также снижением покупательной способности американского доллара. В настоящее время Рагунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств, которых не хватает для планомерной достройки объекта. В 2022 году для достройки Рагуна из госбюджета выделялось 2,5 миллиарда сомани. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в июле этого года на встрече со строителями Рагунской ГЭС сообщил, что в 2008 по 2021 годах на реализацию этого проекта было направлено 31 миллиард сомани. Президент отметил, что с начала текущего года на оплату строительно-монтажных, проектно-изыскательных работ, приобретение оборудования, товаров и строительных материалов и других услуг выделено 1,2 миллиарда сомани. Работы по привлечению дополнительных средств продолжаются до сих пор. Президент еще в 2020 году поручил соответствующей межведомственной рабочей группе принять конкретные меры по поиску источников финансирования для строительства Рагунской ГЭС. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизада в середине июля этого года сказал, что возможности финансирования Рагунского проекта были обсуждены правительством республики с партнерами по развитию, координации этих работ по запросу правительства Таджикистана, и этим занимается Всемирный банк. Однако до настоящего времени пока какие-либо конкретные договоренности с потенциальными донорами недоступны и неизвестно вообще, есть ли они. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, какие перспективы вы видите? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.